Всем привет! Мы продолжаем с вами работать, и на прошлом уроке мы посмотрели, как делать несколько окон и как закрепить картинку референс, чтобы по нему сделать модель. Сегодня мы с вами будем моделить вот такой вот замок. Он функционально состоит из двух частей. Это башни, они повторяются, поэтому одна башня, нам нужно замоделить только одну башню и одну сторону стены, и опять-таки ее повторить. Начнем мы давайте с башни, потому что выглядит она проще. Мы знаем, что этот объект сделан из цилиндра. Давайте удалим куб. Можете вот это второе окно уменьшить, да, чтобы оно меньше места занимало. И здесь добавляем цилиндр. Мы знаем, что он сделан из цилиндра. Обратите внимание, что наш цилиндр, который мы добавили только что, состоит из 32 граней. То есть этот цилиндр имеет 32 боковых фейса. А на референсе мы видим, что замок имеет 12 фейсов граней, потому что можно посчитать по зубчикам, что их 6. Ну и плюс в каждом стороне есть такая вот свободный фейс означает 12. Как же поступить, если у нас наш цилиндр не подходит, не будет похожим на наш замок, поэтому мы меняем настройки этого цилиндра. До того, как вы начнете моделить, до того, как вы его подвигали, вот тут внизу есть меню Add Cylinder, да, то есть мы добавили, мы можем здесь менять настройки этого цилиндра. Здесь сейчас 32 вертекса, мы меняем на 12, нажимаем Enter и видим результат, что наш цилиндр, он поменялся, да? Видите, как только я с ним поработала, это меню исчезло. То есть его нельзя вернуть, даже Ctrl-Z, да, если возвращаем наши цилиндры, то мы видим, что этого меню уже нет. Это особенность блендера, поэтому в начале всегда, когда вы добавляете объект, только в этом случае вы можете редактировать, сколько у него будет граней. В данном случае уже 12, так как я ему меняла. На это тоже стоит обратить внимание, что объект только в начале можно менять вот его изначальные настройки. Все, теперь мы видим, что у нас цилиндр состоит из 12 граней фейсов, и мы переходим для удобства на моделинг спереди, да, то есть мы нажимаем на единичку numpad и переходим в фронтальный вид цилиндра, заходим в Edit Mode и начинаем моделить. Нам нужно работать полностью с верхними гранями, с верхними вертексами. Если я сейчас выделяю верхние точки, то они выделились только наполовину. Задние точки, которых мы не видим, они не выделяются. Поэтому мы переходим в прозрачный режим. Вообще в моделинге это очень удобно использовать именно прозрачный режим, чтобы мы видели, все вертексы были у нас под контролем. Для этого мы переходим в верхнем меню, мы видим 4 шарика сверху в правом верхнем углу. Что они означают? Вот сейчас мы находимся в режиме моделинга и отображается все в сером виде. Следующее это у нас Viewport Shading, то есть мы будем видеть материалы нашего объекта. В данном случае у нас он все равно такой же серый, на нем нету материалов, это следующие темы, мы их пока еще не прошли, поэтому все выглядит одинаково. А вот это вот Viewport настройки не только материала, но и света, поэтому здесь уже мы видим светотень, да, тени, как они будут падать, и это конечный результат нашего моделинга. Мы ищем вот прозрачную сетку, выбираем верхние вертексы и грэбом тянем по Z, удлиняем форму. Также мы видим, что в референсе у нас цилиндр немножко здесь зажат,
поэтому делаем scale. Скейлим немножечко совсем. Дальше делаем extrude, да, то есть это не просто grab, это extrude, потому что у нас вот здесь линия гнется, а для этого нужны новые вертексы. Scale и экструдом наверх. Также сделаем экструд вот так. И мы должны сделать с вами, посмотрите, зубчики, да, зубчики. Возвращаемся обратно в режим моделинга, второй шарик нажимаем, делаем extrude scale вовнутрь и экструдом вдавливаем стенку. И все, теперь нам нужно вытащить наши зубчики. Вытащить зубчики, для этого переходим в режим фейсов, троечка на клавиатуре слева. И выделяем через Shift правой кнопкой мышки все верхние фейсы, пропуская один фейс. Дальше экструдом поднимаем наверх. У нас получился замок. Можем опять перейти в режим прозрачности, либо так, посмотреть, что здесь так или что здесь не так. Ну, во-первых, у нас башня получилась в верхней части длиннее, чем на референсе. Также мы видим дополнительные лишние эджи, да, снизу есть у нас эджи, которые функционально нам вообще не нужны. Они даже будут нам мешаться, потому что если я вот сейчас, если захочу вот эти верхние опустить вниз, они здесь будут немножко нам мешать. Вот эти вертексы. Но в принципе мы можем все выделить таким образом и грэбом опускать. Но в любом случае, мне кажется, они не несут никакой функциональной надобности. Давайте мы удалим эти вертексы лишние. Для этого давайте мы перейдем в режим Edge двоечка и, держа клавишу Ctrl, выделим в круговую. Когда мы держим, нет, то есть не Ctrl, а, извиняюсь, клавиша Alt. Когда мы держим клавишу Alt, мы можем выделить объекты, вертексы, эджи в круговую. Не забывайте, что вот эти вот клавиши надо будет запоминать, их горячих клавиш много. Можете записывать их сначала на листочке и побольше практиковаться. То есть, если вы сделали по уроку какую-нибудь модель, вы уже можете что-то другое, да, взять и на примере этого попробовать замоделить самим. Так наработка горячих клавиш пойдет гораздо быстрее. Чем больше практики, тем больше у вас будут легче запоминать вот эти клавиши. Итак, мы держим Alt, выделяем в круговую выделение и удаляем вертексы. Да? Удаление у нас происходит через клавишу X на клавиатуре. Нажимаем X, и у нас выходит меню. Если мы сейчас удалим здесь вертексы, эджи, да, фейсы, в нашем случае это эджи, если мы вот так удалим, у нас образуется большая пустота, и как бы моделька у нас сломалась. Ctrl-Z, не забываем, возвращаем назад. Еще раз также выделяем в круговую и нажимаем на X. И вот верхняя у нас вообще не подходит в данном случае, потому что мы не хотим удалять вертексы, мы как бы их просто хотим убрать, они лишние. Поэтому мы делаем dissolve edge, именно dissolve, то есть тогда у нас они как бы растворяются, не меняем саму модель. Дальше мы будем корректировать верхнюю часть, она у нас очень длинная. Мы переходим в режим прозрачности, чтобы выделить все фейсы, и грэбом опускаем по Z. Обязательно пользуемся осями дополнительными. Вот так. Теперь смотрим, обратно возвращаемся в этот режим, у нас уже гораздо похоже. Ну, можно еще больше пустить. Вот. Посмотреть, да, теперь оно стало похоже. Снизу можно немножечко тоже подкорректировать длину. Все вроде бы идеально. Итак, берем вот эту башню и двигаем его по X. Отодвигаем подальше, чтобы он нам не мешался, потому что мы будем дальше уже моделить
из куба стены, да? Делаем mesh куб и работаем со стеной. Как вы видите, стена здесь, она приплющена, надо ее скейлить по Y и скейлить немножечко по X. Пропорции с башней пока мы не сравниваем, мы к нему подберем размеры, пока мы смотрим только на пропорции стены. Нет, немножко скейл у нас по X все-таки меньше. Вот, допустим, так. Обратите внимание, что у нас вот эта стена имеет повторяющиеся узоры, повторяющиеся вот окна, выступы, поэтому они симметричны с двух сторон. Лучше всего для этого использовать Mirror, да, то есть мы заходим в Edit Mode, модификатор использовать, Ctrl-R, пускаем Edge, да, посерединке и включаем режим прозрачности. Мы будем удалять лишние вертексы, удаляем ровно половинку объекта и включаем модификатор Mirror. Вот он у нас появился, все правильно, у нас симметрия идет по оси X. Возможно, у вас ее нету, если вы ее не видите, скорее всего, у вас нужно будет подправить ось либо X, либо Y. В моем случае это X. Теперь в режиме таком, где мы видим, мы начинаем добавлять разрезы там, где у нас моделька будет выступать или наоборот имеет вовнутрь вдавленность. Для этого мы давайте сначала сделаем выступы наверху, 2 разреза поставим, проскелим их. Так, выделение Alt, помните, да, Shift и Alt можно одновременно так. И Scale по X отодвигаем их. Либо вы можете вручную сделать каждый разрез, то есть Ctrl-R в одну сторону и Ctrl-R в другую сторону. Но в этом случае обратите внимание, что здесь и вот здесь у нас как бы экструдом будет вот здесь ширше, здесь поменьше. Ну, думаю, так тоже нормально. Верхняя часть, она скелится. Вот так. Таким образом скелится. А здесь, смотрите, когда я делаю скейл, у нас образуются как бы 2 отдельные зубчика. В данном случае это неуместно. Нам такое не нужно. Нам надо, чтобы модель была немножко как бы склеена. Поэтому мы ставим галочку в настройках Mirror. Мы видим, есть такой как клиппинг. Клиппинг — это как бы они слипаются, да, приклеиваются. 2 частички, получается, зеркала, они привязаны друг к другу. Если мы поставим клиппинг и будем уже скейлить, мы увидим, что они скейлятся пропорционально. Скейл вот так и скейл по X можно вот так сузить. Все, у нас есть верхняя часть, мы с ней уже поработали. Мне нравится. Теперь смотрим нижнюю часть. У нас здесь есть выступы. 3 выступа. Мы также пускаем разрез в том месте, где у нас выступ будет. И даже нужен, вот видите, здесь есть тоже еще один выступ. Еще один разрез нужен. Вот так. Думаю, вот так. А, нет, неправильно. Давайте, пусть только один разрез. И теперь экструдом тянем вверх. Я неправильно сказала, оказывается, вот так вот тянем, и вот такой выступ немножко скругленный мы добьемся за счет грэба вот этих эджей. Боковые эджи берем и грэбом по Z опускаем немножечко вниз и немножко вовнутрь. Грэб по Y вовнутрь, и получается у нас такая форма. Также у нас последнее осталось, это окно. Для этого нам потребуется как минимум 4 разреза. 2 верхних и 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Здесь зависит
ширина от именно разрезов. Можно их немножечко подвинуть друг к другу. И сверху то же самое сделать разрез. Там, где у нас верхний край окна идет. И Ctrl-R поставить снизу. Теперь мы берем Face. И просто вдавливаем его экструдом. Мы не будем пока делать такие выступы, где он скругленный. Это немножко сложно, там надо больше фейсов использовать. Ну, достаточно вот так. И у нас есть моделька нашей стенки. Теперь посмотрите, башня и даже вот эта сама стенка, они как бы повторяются. И это можно сделать опять нашим миррором, только миррор всего объекта. То есть миррор не вокруг, вот у нас есть вокруг, мы можем добавить еще один миррор, попробуем так сделать. Вот, заходим. Видите, здесь ничего не поменялось. X, давайте поставим Y, но ничего не поменялось. Для того, чтобы поменялось что-то, мы должны изменить точку, в которой происходит симметрия. Эта точка называется точка Origin. Находится у нас ровно посерединке. Видите, оранжевая точка. Надо подвинуть именно в Edit моде грэбом от этой точки. Мы отодвигаемся, но как бы у нас по Y, да, у нас происходит. По Y, а если по X у нас уже, наверное, так не получится. Да, не получится. Нам нужно применить наш миррор. Первый миррор мы применяем Apply, чтобы объект стал таким, как он есть, по-настоящему, он как бы наполовину. Если сейчас миррор отключить, убрать, видите, нету объект до сих пор, ну как бы он не по-настоящему, он еще такой симметричный, поэтому мы нажимаем на Apply, применяем его, и все. У нас объект полностью стал как бы симметричным по-настоящему, скажем так. Делаем ось X, также его двигаем. Так, сейчас посмотрим. Вот она, да, появилась. Так. У нас не получится таким образом, потому что у нас так. Ой, простите, неправильно получается. Ну ничего, мы просто сделаем так копию, покрутим его rotate по Z на 90 градусов, и у нас получилась такая башенка. Теперь мы берем вот эту башню, ставим его в центре. Давайте тоже попробуем с помощью миррора здесь сделать копию. Миррор по X, по Y. И просто будем его двигать. Двигать сверху. Посмотрим, чтобы оно было. Ну, неправильно, неровно посерединке поставили. И грэбом двигаем в Edit моде. В Object моде ничего не произойдет. И также настраиваем так стенки от... Да, вот у нас почти получилось. Только надо немножечко так вот подвинуть. Все. Все, у нас получился ровно такой же замок на картинке, да, приблизительно такой. Ну, подытожим, что мы прошли. Мы прошли с вами использование миррора, попрактиковали то, что цилиндр вначале можно поменять его параметры, количество фейсов, с которыми мы будем работать, и узнали, что миррор, он работает вокруг точки Origin, вокруг оранжевой точки, и вокруг него он зеркалит. Вокруг него, если мы объект передвигаем от этой точки, он, как в случае с этими башнями, он появляется во всех 4 измерениях. Вот, все. Спасибо за внимание. Если что-то непонятно,
У вас есть вопросы, задавайте их внизу в комментариях. Спасибо за внимание.